Само слово IPO происходит от английского слова, это Initial Public Offering, то есть это первичное публичное предложение ценных бумаг широкому кругу потенциальных покупателей. То есть, когда компания впервые выпускает ценные бумаги, акции, для того, чтобы продать, он выходит на фондовую биржу и посредством фондовой биржи реализует свои акции, ценные бумаги. Тем самым привлекает инвестицию в свою компанию. Во время становления, образования самой компании, компания проходит этап развития. Это зарождение компании, когда достаточно своих собственных средств. Это по мере развития ему требуется дополнительный капитал в виде денег, он заимствует у банков. Далее этап, когда уже зрелость, когда компании кредиты ограничены для того, чтобы привлекать в компанию. И тут третий этап — это акционерное финансирование. То есть компания выпускает ценные бумаги, жертвуя своей долей, продает акции, привлекает деньги, которые не нужно возвращать. То есть эти деньги он может направлять на развитие компании. Тем самым IPO вообще дает компании не только капитал, то есть я продал акции, привлек этот капитал для развития, он дает еще несколько таких моментов, как имидж, это конкуренция, это показатель того, что мне нечего скрывать, я максимально прозрачно, моя компания работает. Вообще, когда компания выходит на IPO, там несколько этапов есть, если коротко остановиться на каждом этапе, это этап, когда компания анализирует, для чего ему нужно привлекать инвестиции, то есть бизнес-план, куда он эти деньги направит, четкий бизнес-план, это раз. Два, компания должна выстроить правильное корпоративное управление, компания должна быть открытым, то есть это у нас, когда говорят, открытое акционерное общество, то есть по юридически тип компании должна быть открытым акционерным обществом, это два. Три, компания должна себе задать такой вопрос: каким образом я сейчас зарабатываю деньги и каким образом буду зарабатывать деньги, когда я выйду на IPO. Тем самым таких ряд вопросов есть. Готов ли менеджмент управлять открытой компанией, когда выйдет на IPO? Простыми словами, необходимо сделать из компании конфетку для того, чтобы эта компания была интересна покупателям. Мало того, что выйти на фондовую биржу и предложить свои акции, а надо инвесторов, чтобы уверенность повысить у инвесторов, необходимо четкий бизнес-план показать, куда я буду направлять эти деньги, как я зарабатываю эти деньги и перспективы свои показать. Вот таким образом все этапы компания проходит. На этапе процесса IPO он обращается к услугам, профессиональным услугам андеррайтера. Когда говорят андеррайтер, это та компания, которая помогает по выпуску ценных бумаг. У нас в Кыргызстане услугу андеррайтера оказывают брокерские дилерские компании. А на Западе, в Америке, где бурно развит именно фондовый рынок, эту роль выполняют крупные инвестиционные банки, как JP Morgan, Stanley. Андеррайтер — это та компания, которая вам обеспечит пул потенциальных покупателей. Если компания только как стартап, только образовалась, то потребуется достаточно много времени, порядка, скажем так, 1 года, для того, чтобы полностью выстроить правильную цепочку в своей компании, работа с юристами, с независимым аудитором, далее с андеррайтером, и только тогда компания готова будет выйти на IPO. А если компания уже существует как открытое акционерное общество, многие у нас наши отечественные компании, государственные компании, которые функционируют в форме открытого акционерного общества, которые у нас на бирже котируются, для таких компаний, которые на слуху у людей, достаточно, скажем так, и полугода для того, чтобы подготовиться и выйти на IPO. Если такие компании выйдут на IPO, получается, у нас появится альтернативный источник инвестирования. Если, к примеру, у меня сбережения, я какую-то часть на депозит положу, какую-то часть куплю корпоративные облигации и какую-то часть хочу купить ценные бумаги. И именно эта часть должна быть максимально развита, то есть широкий круг инструментов, куда я могу вложить деньги. Это раз. Это нам, гражданам. Это есть такие компании, государственные компании, как Кыргызтелеком, Аэропорт Манас, Северэлектро, электрическая станция. Это компании стратегического уровня. И в первую выгоду от этих компаний должны получать мы, граждане. То есть мы должны стать акционерами этих компаний для того, чтобы получать первую выгоду от этих компаний. Это по части наших граждан. Когда мы покупаем ценные бумаги,
хочешь не хочешь, начинаешь интересоваться этой компанией, начинаешь интересоваться ценными бумагами, акциями. Тем самым у нас финансовая грамотность растет. Выходя эти компании на IPO, к примеру, в Америке 70% инвесторов в рынок ценных бумаг составляют это крупные инвесторы, институциональные инвесторы, огромные фонды. Как раз таки цель IPO у нас в Кыргызстане — привлечь внимание таких фондов, таких институциональных инвесторов. Вот придя такие институциональные инвесторы к нам в Кыргызстан, даже если один такой крупный инвестор к нам придет и инвестирует в одну компанию, это будет, так скажем, success story. Это вот хороший пример того, что эта компания вложилась в эту компанию. За ними придут другие инвесторы. Суть такова, то, что тем самым вот рынок капитала это вот как раз таки роль такого, что приток капитала и отток капитала должен проходить через фондовую биржу. Приведу один пример. В отчете Всемирного банка есть такой момент. Улучшение рынка ценных бумаг, всего рынка ценных бумаг на 10%, он увеличивает ВВП на душу населения на $2500. То есть именно рынок капитала, это вот не то, что... Почему говорят, что фондовый рынок — это зеркало нашей экономики? Как развивается фондовый рынок, на таком этапе развивается наша экономика. Когда у нас часто проблемы проходят, то что вот одну компанию мы продаем одному инвестору, это будет месторождение, это будет наша стратегические компании. Потом возникают проблемы, потом начинаем судиться. То есть это, наоборот, зарабатываем плохой имидж. А IPO что позволяет? Тем, что привлекаем крупных инвесторов, к нам в страну идут деньги крупных инвесторов, у нас улучшается корпоративное управление, прозрачность нашей компании. К примеру, вот у нас есть ряд государственных компаний, и всегда проблема именно по корпоративному управлению. Если бы эти компании торговались бы на фондовой бирже, выходили бы посредством на IPO, прозрачность в этой компании будет обеспечена. Таким образом мы решаем именно прозрачность во всех государственных компаниях. Это раз. Два. Наши государственные компании начнут приносить большую прибыль. Рыночная стоимость нашей компании вырастет. Тем самым в бюджет в виде дивидендов будет поступать больше денег. Фондовая биржа функционирует уже 25-й год, то есть более 25 лет. С момента зарождения фондового рынка еще не было ни разу одного примера IPO. Именно вот классическая схема, когда IPO, когда компания, выпуская акции, впервые выходит на фондовую биржу и предлагает широкому кругу населения, такого не было. У нас выпускаются ценные бумаги достаточно в хорошем объеме, но среди закрытых круга лиц. То есть это закрытое размещение. То есть когда заранее определен круг покупателей. В первую очередь государственные компании должны протоптать тропу, потому что за ними пойдет уже частный бизнес. Государство должно показать, каким образом привлекать деньги через акционерное финансирование. Государство должно показать, как это, потому что все боятся. Я выйду на IPO, смогу ли я реализовать свои акции? Если смогу реализовать, то придя новые акционеры, будут ли мешать мне работать, функционировать? Например, казахстанские крупные компании, российские крупные компании. Доля государства в этих компаниях есть. Там 40% возможно держит, 30%, но государство контролирует. Но они таким же образом на свободное обращение выпускают порядка 30-40% этих акций. 30-40% он находится в свободном обращении на бирже. Тем самым и финансы, рыночная стоимость этих компаний большая, и интерес повышается. А у нас как получается? У нас получается то, что компания на одном уровне развивается, потому что, скажем так, это государственное. Определенные дотации, определенные там, преференции со стороны государства. Но данная компания не сможет конкурировать, когда уже рыночная ситуация будет, когда уже в рамках единого союза евразийского, да, будем конкурировать, тогда уже тяжело будет. Из-за этого мы уже сейчас должны смотреть на именно рыночный механизм конкуренции.